эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы будем говорить об итогах Восточно-экономического форума с исполняющим обязанности председателя правительства республики Владимиром Солодовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Добрый день. Якутия принимала участие в Восточном экономическом форуме в 4-й раз. Вы, кстати, тоже. Как вы оцените организацию в этом году и какие новшества отметите? Я хочу начать с того, что Восточный экономический форум – это главное экономическое событие Востока России и один из двух федеральных форумов, на котором принимает участие президент Российской Федерации. В этом году Восточный экономический форум вышел на качественно новый уровень, в первую очередь с точки зрения международной повестки, которая на нем была. Напомню, что в нем приняли участие, помимо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, председатель комитета, лидер Китайской Народной Республики, премьер-министр Японии, президент Монголии и премьер-министр Корейской Республики, Южной Кореи. Таким образом, это беспрецедентное было мировое событие, на котором, по сути, общались 5 лидеров ведущих зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И вот эта международная повестка, международные встречи на высшем уровне, они, конечно, занимали значительную часть работы форума. Вторым важным направлением традиционной в этом году тоже стала работа по внутренним вопросам развития Дальнего Востока. И здесь, конечно, нужно отметить тот Президиум Государственного Совета, который состоялся под руководством президента, и целый ряд значимых решений были приняты. Самое, наверное, ключевое из них – это то, что во всех разделах государственных программ, во всех государственных программах доля финансирования Дальнего Востока не должна быть ниже 5,5%. Прямое поручение Минфина Российской Федерации президентом дано, персональная ответственность закреплена, и мы уверены, что этот механизм в ближайшее время начнет работать. Что касается республики, то также на Госсовете временно исполняющим обязанности главы Айсеном Сергеевичем Николаевым был поднят ряд вопросов, включая уровень финансирования здравоохранения, так называемый индекс бюджетных расходов, норматив, по которому финансируется здравоохранение в регионах, и необходимость его повышения. А также строительство двух ключевых наших объектов здравоохранения – онкоцентра и кардиоцентра. Эти вопросы на уровне президента были подняты, и мы надеемся тоже на ускорение в их решении. И сама программа форума традиционно она состоит из деловых сессий, из подписания соглашений, из рабочих контактов, и, конечно, культурных, спортивных мероприятий и улицы Дальнего Востока. Организационно, безусловно, каждый форум сильнее предыдущего. В этом году все прошло на очень хорошем организационном уровне. И погода способствует этому. В Владивостоке была замечательная погода, и все гости остались в очень хорошем настроении. А удалось ли реализовать все задуманное, планы, мероприятия, которые вы перед собой ставили? Задуманного всегда у нас очень много, но этим форумом я доволен, как руководитель правительства. На нем было подписано 32 соглашения по достаточно серьезным направлениям работы. Буквально несколько из них коснусь более подробно. Это соглашение с Дальневосточной энергетической компанией ДВУКом, согласно которому в развитие энергетики Вилюйских групп Уфулуса будет вложено 4 миллиарда рублей. Соглашение такой конкретный характер носит, и в ближайшие годы оно начнет уже функционировать, начнет работать. Также хочу отметить два соглашения, которые были подписаны с Внешэкономбанком. Одно из них касалось создания фонда по развитию высоких технологий совместно с веб-инновациями. Мы первый регион в России, который такое соглашение с веб-инновациями после изменения их кадрового состава заключаем. И уже сейчас будет вложено в общей сложности 300 миллионов рублей с возможностью увеличения до 2 миллиардов. Второе направление по Внешэкономбанку сотрудничества – это финансирование социальной сферы. Мы договорились о реализации в пилотном режиме 2 проектов в сфере образования, развития качества обучения в малокомплектных школах, и в сфере реабилитации детей с отклонениями в умственном развитии после того, как они оканчивают специализированные реабилитационные учреждения уже на семейной основе. Целый ряд других соглашений также был подписан. Это Ростелеком, наш давний партнер, с которым мы плотно работаем по развитию
сетевой инфраструктуры доступа к интернету, но ряд других направлений мы тоже с ними обсудили, включая информатизацию здравоохранения, образования и ряд других вопросов. Ну и, конечно, много было обсуждений с нашими иностранными коллегами. Отдельно здесь можно японскую делегацию отметить, в частности с банком JBIC было подписано уже достаточно такое конкретное соглашение по финансированию тепличного комплекса и по финансированию проектов в сфере городского хозяйства. Это было прямым продолжением той работы, которая в июне началась во время визита делегации к нам сюда, в Якутск. Мы в данном случае на Восточном экономическом форуме довели эту работу уже до точки, до определенных конкретных планов. И еще 2 соглашения подписаны с Дальневосточным фондом развития и внедрения высоких технологий и Дальневосточным федеральным университетом. Вот там какие направления сотрудничества? Ну, вообще высокие технологии были одним из фокусов работы форума. Впервые специальный павильон «Молодежь и высокие технологии» работал на улице Дальнего Востока. И это одна из 2 мест на улице Дальнего Востока, которые посетил президент Российской Федерации. Тем самым мы видим тот фокус и тот приоритет, который на уровне президента ставится развитию высоких технологий. Также хочу отметить, что во всех сессиях, которые были посвящены высоким технологиям, во всех обсуждениях была отмечена лидерская позиция Республики Саха-Якутия. Мы действительно являемся одним из локомотивов развития этой отрасли на Дальнем Востоке с нашими крупными IT-компаниями, с активностью малых предпринимателей, стартаперов, с развитой инфраструктурой, которая у нас есть. Но мы продолжаем ее совершенствовать постоянно. И вот те соглашения, которые вы упомянули, они как раз на это и намечены. Фонд по развитию высоких технологий на Дальнем Востоке – это дочерняя структура Фонда развития Дальнего Востока с российской венчурной компанией и с Роснано. Втроем они создали данный фонд, и мы будем одним из первых регионов, в котором они развернут свое присутствие. Здесь будет располагаться представитель данного фонда, и до конца сентября мы проведем специализированную, сфокусированную сессию на Якутии, чтобы отработать этот новый механизм. Что касается ДВФУ, это наши давние партнеры, и, конечно, учитывая, что на Дальнем Востоке всего 2 федеральных университета, во Владивостоке и в Якутске, сам Бог велел нам тесно сотрудничать с нашими коллегами. Мы договорились о том, что мы будем сотрудничать в рамках развития технопарковой структуры. Наш технопарк Якутия будет учить, будет выступать ментором по отношению к технопарку «Русский», который сейчас на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете создан. Ну и по другим направлениям мы договорились о таких тесных, добрых отношениях. Я уверен, что в ближайшее время также делегация ДВФУ к нам приедет, и мы проработаем более конкретно уже направление работы. А если возвращаться к соглашению о Внешэкономбанке, о котором вы уже упомянули, как именно, каких проектов оно коснется и как будет реализовываться? Ну, смотрите, это достройка системы поддержки стартапов, системы поддержки предпринимательства в инновационной сфере. Она сейчас нам видится следующим образом. На первой стадии мы будем продолжать выделение грантов и даже наращивать это направление. В ближайшее время мы объявим о создании специального фонда, который будет республиканским, направлен на работу в этом направлении. Это самые маленькие компании, только на уровне идей, начинающие предприниматели. На втором этапе мы как раз планируем сфокусировать работу с веб-инновациями совместной структуры, которая будет выделять гранты уже тем, вернее, они уже будут не в форме грантов, финансирования, для тех компаний, которые уже вышли на первые очертания продукта, имеют понимание рынка от 10 до 20 миллионов рублей. На следующем этапе будет включаться фонд развития Дальнего Востока, десятки миллионов рублей или до 200 миллионов рублей. Ну а затем уже мы будем развивать венчурное финансирование, вхождение капитала, когда потребуются более серьезные суммы. Вот эту экосистему, эту систему поддержки мы достроили соглашениями, которые я упомянул. И тоже хочу отметить, что наш опыт по поддержке предпринимательства был отмечен на деловом завтраке, посвященном инвестиционному климату, который вел Андрей Рамович Белоусов, помощник президента, курирующий этот вопрос. И там еще раз было отмечено, что в республике действительно лучшая практика и одни из наиболее развитых в России институты поддержки малого предпринимательства. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, но одновременно готовы делиться нашим опытом с другими регионами.
Владимир Викторович, один из заметных мероприятий стала презентация аукциона по продаже мамонтовых бивней. Насколько я знаю, это вызвало большой интерес у иностранных делегаций. Ну, совершенно верно. Помимо той программы, которую я уже описал, было много мероприятий на полях форума. Одним из них стала презентация аукциона. Мы создали такую площадку впервые, и мы уверены, что проведение открытых, прозрачных онлайн-аукционов мамонтовых бивней позволит повысить открытость данной сферы, которая очень заметна уже с точки зрения экономических показателей, вкладывает существенно, и дает существенный вклад в социальное развитие и в занятость в северных улусах, но остается теневой, достаточно высококриминализированной и закрытой. Так вот, мы уверены, что сейчас с созданием аукционной площадки Мамонтового экспортного центра мы сможем планомерно решать эти проблемы. И действительно, он был презентован на ВЭФе и получил серьезный интерес. Вот еще один момент, который я хотел коснуться, он тоже из основной программы выпадает, но имеет очень большое значение. Это запуск предприятий. Крупнейшие предприятия были запущены президентом Российской Федерации. Это зона по добыче ископаемых на Чукотке и на Камчатке. Но у нас в Якутии также серьезное месторождение было запущено. Это рудник Гросс, который компания Nordgold запустила, и который ежегодно будет добывать 7 тонн золота, а общий объем золота оценивается в 300 тонн. Порядка 17,5 миллиардов рублей уже было вложено этой компанией. И вот сейчас на форуме мы запустили предприятие, оно находится в Нерюнгринском районе. Очень значимое событие, и важно, что вот такие мы его осуществляли вместе с министром природных ресурсов Дмитрием Николаевичем Кобылкиным. Вот, оно стало тоже одним из таких знаковых событий форума. Ну и вообще программа форума крайне насыщенная, большое количество мероприятий, которые сейчас еще мы будем доупаковывать, доводить до конечного результата. Но вы выступили еще на нескольких сессиях форума. О чем говорили и как это было воспринято? Сессии форума касались разных вопросов. Если говорить про наши фокусы внимания, то я бы отметил в первую очередь развитие инноваций. Я уже говорил об этом. Мы на ряде сессий обсуждали наш опыт республики и то, каким образом мы видим развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступа к сети интернету всех граждан вне зависимости от того, где они проживают, и механизмы поддержки инновационного предпринимательства, например, в рамках умного города. В этой сессии Александр Сергеевич Николаев участвовал, тоже интересное такое обсуждение состоялось. Отдельно я бы отметил вопросы, связанные с поддержкой предпринимательства, развитием инвестиционного климата, тоже я уже упоминал. Одно из традиционных ключевых мероприятий ВЭФ – это обсуждение инвестклимата с Белоусовым Андреем Ремовичем и со всеми губернаторами. Республика здесь выступила по презентации своего опыта поддержки малого и среднего предпринимательства и с инициативой усилить борьбу с нелегальным предпринимательством, потому что часто контрольно-надзорные органы у нас особое внимание уделяют тем предпринимателям, которые работают на легальных основаниях, а те, кто вообще не зарегистрированы, по сути, ускользают от внимания. Вот, договорились, что пристальное внимание будет уделяться. Ну и обсудили, каким образом мы перезагружаем сейчас систему работы над улучшением инвестклимата. Мы будем тесно сотрудничать с предпринимателями, выходить на новый уровень сотрудничества. Будет создан координационный совет под руководством главы республики, проектный офис под моим руководством, в котором основную часть участников, основные действующие лица как раз будут предприниматели, а не чиновники. И на регулярной основе мы будем с предпринимательским сообществом обсуждать, что нам нужно сделать, чтобы сделать инвестклимат еще более привлекательным в республике. Ну и еще одну тему не могу не отметить, это тема транспорта. Была специальная сессия по развитию транспортных коридоров, где мы презентовали транспортный коридор Иркутская область Колыма, который должен проходить через территорию республики, более 5000 километров. И звеном основным этого коридора является мост через реку Лена, который мы также обсуждали подходы к нему, и он получил также большой интерес. И если до сих пор, говоря о транспортных коридорах на Дальнем Востоке, обычно речь шла о транспортных коридорах Приморья,
так называемый международный транспортный коридор Приморье-1 и Приморье-2, связывающий Китай с побережьем, то сейчас вот мы добавили в этот дискурс, в эту повестку наш ключевой транспортный коридор. И с учетом тех поручений, которые президентом были даны ранее в августе, уверен, что мы получим в ближайшее время такую же понятная последовательность действий по его развитию и по реализации тех проектов, которые там были намечены. Ну и, наверное, можно последнее отметить вопросы, связанные с молодежью, с вовлечением в предпринимательскую деятельность. Тоже очень живая у нас дискуссия была с руководителем «Опоры России» Александром Сергеевичем Калининым. Договорились о том, что он в ближайшее время к нам приедет для того, чтобы по этой теме также продолжить сотрудничество и развитие молодежного предпринимательства. Спасибо большое за беседу. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы подводили итоги Восточного экономического форума. До встречи. Спасибо.